Ну все, я выдвинулся дальше из Глазова, только что проводил Маришку. Сейчас иду в сторону Болезино по старому Сибирскому тракту, он же старый тракт на Ижевск. Я дошел до Болезино, позади 28 километров, 8 часов дороги. Время 7 час вечера, я постараюсь сейчас добраться до Андрейшура. Уже там я проведу несколько дней, монтируя видео, а потом уже буду осматривать Болезинский район и сам райцентр. Я в Болезино, и время 7 утра. Движухи пока еще нет. Люди еще не проснулись. Знаменитый Болезинский вокзал. И в газете «Вперед» мне дали номер с моим корешем Лехой Старковым. Все, я пришел в Болезинский краеведческий музей. Сейчас встречусь с его представителями. Обещали меня встретить и рассказать о районе. Знамя было как одному из лучших районов паркета, который производился из, скажем так, здесь паркет у вас делали. Значит, предметы, которые здесь, значит, на территории нашего Болезинского района экспедициями в основном, я думаю, 70-х годов Ивановой и Останиной. По этой легенде сам князь Узя, он, значит, представлен как колдун, который может предвидеть, который может, значит, колдовать. И на сегодняшний день уже, конечно, поселок сложно представить, что он был таким небольшим. А вот уже начиная с 1930 года, когда, значит, центром сделали, значит, железнодорожную станцию, как бы вся жизнь начала вращаться вокруг поселка. А село Болезино, как бы оно осталось, в некой стороне. Там изначальный перевод звучал так: здесь похоронен Земир хан из Булгар. Такой был простой перевод, хотя на сегодняшний день вот говорят, что древнебулгарский язык, он более сложный, и уже современный перевод звучит совсем иначе. Как бы получается, значит, смерть есть врата, каждые пройдут сквозь нее, дочери Иерхам. Где-то на пару веков люди эти места покидали. В общем, закат чепецкой археологической культуры 14 век, а новое поселение это конец 16-го. А с чем связано вот это такой перерыв? Ученые считают, базовая версия, малый ледниковый период. Ученые считают, что большинство населения ушли в низовье Чепцы и на Вятку. 1489 год, знаменитый поход воеводы Даниила Щени и князя Звенигородского, захват Вятки и присоединение Вятской земли к России, в том числе и наших краев. То есть наш север раньше в состав России вошел, чем юг. И без каких-то постоянных бунтов, восстаний и войн, как юг. Юг, там арские князья рулили, отатарившиеся. Да. А кому охота кормушку терять? Это вот то, что на Сибирском тракте найдено, есть интересные вещицы. Шейный хомут. Да, но это уже сравнительно современные. Вот старинные бубенцы. Вот звон очень чистый. Национальные костюмы, вот русские, татарские, удмуртские, бессермянские. А такие вот большие бутыли назывались халявой. Отсюда и выражение «сходить в гости на халяву». Почему? Традиция была, пока халява не допита, гостей выгонять нельзя. Правда, надо учесть при этом, чтобы такого пьянства-то не было. В деревнях пили только по большущим праздникам и всю родню звали. А это, если 2 стопки выйдет на человека, уже считалось пьянка большая. Поэтому никто в канавах не валялся. В деревнях пьяниц очень не любили. Общины с ними боролись. Пьяного, если на улице поймают,
На ночь его запирали в холодную, в погреб, чтоб он там в холоде проспался, протрезвел. А утром прилюдно при всей деревне пороли розгами. Я снова возле Чепцы. Ищу место, где сегодня мне разместиться. Но наличие жилых домов возле реки меня пугает. Мне был тот безлюдный берег. Меня, смотря на такое, сердце кровью отливает. Вот здесь из частного сектора выливается канализация прямо в реку Чепцу. Сегодня в Болезино я ночевал вот в такой дремучей чаще недалеко от Чепцы. Тут рядом со мной еще какой-то завод. А вот здесь моя палатка. Я добрался до Юнды. Теперь передают меня в руки Надежде. Какой у нас сейчас план? Да что. Что у вас такие росписи на стенах? Роспись, конечно, это вообще, безымянно Андрей Саев, Путешественник. да, покоряет район Измучный. Здесь вот работа деревня Мантра, там его мастерская. А вы тоже к Ижевскому относитесь? Какой-то есть, тут, короче, всякие, но это было не при мне, давай вам говорим. Они зачем-то обрисовали это с ними. Что это означает, даже не знаю. Ну, специалисты в музей, говорит, можно. Герда, да? Я же кости таскать не буду, значит, да? Надо же такой тоже вот. Сколько намотали, говорит? 1600. 600, я... 1600. Я 200 добавила. Такими нитками. Тут 6 слоев вот этой нитки, вот этой. 6 слоев. Подумать только, какой толщины люди пряли. У женщин смотрели вот как этот край трется. Оп, испугались. Ох, мелкие какие прикольные вообще. Сегодня мой день очень плодотворно прошел в Юнде, это бессермянская деревня, где я посетил уникальнейший краеведческий музей, где я познакомился с легендарной Ангелиной Петровной. Кладезь новой информации для меня, для осмысления, обдумывания. Сегодня заночую здесь в Юнде, а завтра направляюсь в Егошур, где меня ждет очередная встреча с очень интересным человеком, художником. В общем, обязательно обо всем вам расскажу. Сегодня иду искать место. Смотрите, какой тут супер экстремальный мост. Конечно, там уже есть вот современный. Но я появился еще по такому, по старинному висячему мосту, который висит на тросах.